Проповедь сегодняшняя «Как узнать волю Божию для своей жизни». Часто, если не у всех вообще верующих, в какой-то определенный период жизни начинают возникать вопросы: а в чем воля Божия для меня? Что мне делать в какой-то конкретной ситуации? Я должна выходить за этого замуж? Или за другого? А где я должна работать? А какое у меня служение? В чем мое призвание? Где я должна служить или должен? И сегодня я попытаюсь ответить на эти вопросы. Давайте мы сначала прочитаем место Писания. Римлянам 12 глава с 1 по 8 стих. И я сразу прочитаю для экономии времени в новом русском переводе это место. Павел пишет: «Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божией, принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную Богу. Это и есть подобающее для вас служение Ему. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божию, благую, угодную и совершенную. По данной мне благодати я говорю каждому из вас: не воображайте о себе слишком много. Судите о себе здраво, по мере той веры, которую Бог дал каждому. Как у человека одно тело, и в нем много членов, но у этих членов разное назначение, так и все мы во Христе составляем одно тело. И все мы принадлежим друг другу. А так как у нас есть различные дары, которые мы получили по данной нам благодати, то если у кого есть дар пророчества, пусть пророчествует в согласии с данной ему верой. Если это дар служить другим, пусть служит. Если это дар быть учителем, пусть учит. Есть остальных, ты не должен блудить, ты должен за все благодарить. Вы понимаете? Поэтому часто люди, они мыслят какими-то глобальными вещами, и я хочу быть в воле Божией, что вот ангелы придут, протрубят, расстелят дорожку, и я там войду в какую-то волю Божию. А воля Божия, она начинается с того, что ты показываешь и исполняешь ее в рутинных делах своих. Что ты не засматриваешься на других женщин, какая бы твоя ни была. Знаете, как кто сказал? Нет некрасивых женщин, есть недофинансированные или недоухоженные. Вот у меня жена какая-то неухоженная. Ухаживай. Не, я в прямом смысле говорю. Все очень взаимосвязано. И у хорошего мужа и жена как бы хорошая. И в обратную сторону также. Потому что Бог, Он сказал, что будут одно целое. Да? Одна плоть. Если жене плохо, ну и мужу плохо. Если ты за ней не ухаживаешь, ну будет вот. Тебе же и хуже будет. И наоборот. Итак, есть определенные вещи. Но вот то, что я сейчас говорил, да, это такая общая воля Божия для всех. Но в чем же заключается конкретно вот те вопросы, которые я задавал? За кого мне в замуж выходить? Где мне жить, в каком регионе страны? В каком городе? Чем мне заниматься для пропитания своего? Какая профессия? В чем воля Божия для меня? А какое служение я должен делать, чтобы угодить Богу? Знаете, когда я был студентом, у нас такой как анекдот был, знаете, когда уже старшие курсы, ну, первые курсы, понятно, ты там на пары ходишь, но там 4-5 курс, как анекдот такой был, что пятикурсники сидят и говорят: что, на пары пойдем? Он говорит: ну давай, говорит, монетку кинем. Если орешка, не так, если, как там было тема, если там орешка, орел, да, там, я к чему это говорю, что многие верующие, я встречал таких людей, сам когда-то, знаете, ну не то чтобы был подвержен, но почти это делал. Люди, они задают какой-то вопрос,
например, что мне делать, в чем воля Божия? Вот в этой конкретной ситуации мне идти или не идти? Потом открывают Писание на любой попавшейся странице и ищут ответ, в чем же, что мне сейчас делать. Вот это приблизительно то же самое. Знаете, там, подбрасывать. То есть Священное Писание, оно дано для другого, для того, чтобы мы пропитывались, и мы познавали, в чем воля Божия, не гаданием каким-то, как на картах давай разбросим, и там случайный выбор какой-то. Но чтобы мы читали, понимали, размышляли над этим, пропитывались этим, и таким образом мы познаем Слово Божие. И я думаю, что, знаете, такая практика, она у многих людей была, что уже такие шутки пошли. Вы помните, я уже как-то рассказывал, как один верующий вот такой, когда он там, что мне делать вот в этой ситуации? Господи, покажи мне. Открывает место Писания, там Матфея 27 глава, 5 стих. И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Такой, нет, Господи, да нет, что-то, наверное, не то. Еще раз покажи мне, там, открывает опять там Луки 10 глава, 37 стих. Тогда Иисус сказал ему, иди и поступай так же. Вообще весь потерялся, не может быть, Господи. Вот последний раз. Опять открывает Иоанна 13, 27. Тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее. Я хочу, чтобы мы четко понимали, Библия – это не какие-то карты гадальные или что-то. Да? Мы не должны поступать таким образом, потому что для Бога вообще любое гадание или это мерзость пред Ним. И не в этом. И на самом деле, если вот так брать, так поступают некоторые проповедники. Если выдвинуть любую человеческую идею, а потом взять вот так вот, можно любую мысль подтвердить, нахватав какие-то места из Писания. Вы понимаете? Как вот здесь что? То, что делаешь, делай скорее. Но Бог, Он против этого. Вы понимаете? То есть нам нужно знать не просто какое-то брать место Писания, но в чем есть дух, да? В чем контекст. Итак, мы не должны заниматься такой практикой. Давайте мы прочитаем еще раз место Писания, вот Римлянам, то, что мы читали. Я хочу прочитать первые 2 стиха. Римлянам 12 глава, 1-2 стих. «Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божией, принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную Богу. Это и есть подобающее для вас служение Ему». 2 стих. «Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божию, благую, угодную и совершенную». Смотрите, ключевой момент здесь – это чтобы ты был готов что-то делать для Бога, когда Он тебя позовет, когда Он тебе что-то откроет. Каким образом мы можем быть готовы? Читаешь Библию, размышляешь на ней, посещаешь церковь, собрание, общаешься с верующими, ходишь в библейскую школу. Почему? Потому что там ты изучаешь глубину, вот то, что у нас будет. Я еще раз говорю, это реклама библейской школы. Без нее, да, возможно. Но если ты хочешь не затягивать совсем с этим, разобраться, я настоятельно рекомендую. И смотрите то, что мы были здесь. Первый стих. «Я умоляю вас, братья, ради милости Божией, принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную Богу. Это и есть подобающее для вас служение». О чем здесь говорится? Вы помните, что приносили жертвы, да? Жертва за грех, жертва умилостивления, все сожжения и так далее. Но здесь он пишет, что в живую жертву. Нам не нужно умирать. Иисус, Он уже все сделал за нас. Но будь готов быть живой жертвой, пожертвовать своей жизнью, пожертвовать своим временем, пожертвовать своими талантами для Бога. Вот это и есть живая жертва, угодная для Бога. Будь готов что-то делать.
Потому что воля Божия для жизни любого человека, она заключается не только в том, чтобы обогревать пространство в церкви, стул нагревать или там еще что-то делать, и быть такой, что мне мое, да, я хочу напитаться, но делать что-то на пользу другим. Вы понимаете? И наша задача – это быть готовым, когда Бог, Он позовет, откликнуться на это. Так много людей, они ждут, что вот ангелы протрубят, и будет какое-то служение с большой буквы. И они пренебрегают какими-то мелкими делами, но одно без другого не бывает. Никто тебе не доверит большего, если ты не верен в малом. Начни делать что-то, а дальше по ходу разберемся. Сначала надо ввязаться в драку, а там посмотрим. Итак, ключевой момент здесь – это подготовить, быть готовым, что когда Бог, Он позовет тебя, делать что-то. Вопрос, как подготовить себя? Еще раз, читаешь Библию, размышляешь. Здесь вся суть в том, чтобы, как во 2 стихе, мы преобразуем свое мышление. Мы не приспосабливаемся к образу жизни этого мира, но мы преобразуемся, обновляя наш разум. Как мы его обновляем? Мы читаем, как должно быть. Каков был Божий план для жизни человека, для семьи. Мы таким образом обновляемся. И когда Бог, Он делает какой-то призыв, когда мы слышим, мы смотрим через обновленный наш ум. И тогда ты готов войти и что-то делать. Я понятно говорю? Если посмотреть на величайших мужей Божьих, ну, как просто примеры взять из Библии, это то, что происходило с ними. Если взять Давида, например, это не был такой, знаете, мы читаем, ну, когда он победил Голиафа, он же не просто так вышел, то есть вот этот юноша с нежными чертами лица, весь такой кучерявенький, женственный, хорошо пел, вышел и победил Голиафа. Как? Как смелости хватило. Вот у него вера там была. Но нет, не сразу это произошло. Что мы читаем? Он готов был, он в поле пас стада отца своего и льва побеждал голыми руками до этого. То есть прежде чем выйти, у него была какой-то этап подготовки. Он что-то делал. И потом в какой-то момент, когда настал этот момент для него, дело всей жизни, ну, здесь не дело всей жизни, но со служениями, старайся, здесь, знаете, такая тонкая грань. Не нужно себя недооценивать и уничижать, если Бог вам предлагает. Всем это очевидно, что Он на своем месте, все получается, Господь благословляет, все происходит. Но если человек пытается занять какую-то позицию, которая, нет, смотрите, как в Советском Союзе говорили, у нас нет неподчетных работ, да? Каждые работы хороши, там, помните, и кондукторы, там, и строители, и так далее. Тоже, какая бы пропаганда это ни была, но на самом деле это хорошо для общества и для тела Христова. У нас разные дары. И везде пишется, что голова, она не меньше пальца или руки. И голове плохо без руки, и руки плохо без головы и так далее. И мы друг друга дополняем. Поэтому если у тебя есть дар в чем-то, вот то, что мы читали, каждый служи в этом даре. Старайся, стремись, да, к чему-то, но на самом деле выглядит смешно, когда человек, люди все видят, окружающие. И когда человек, у него нет какого-то дара, но он надувает щеки и пытается себя показать, что я вот такой вот, всем все очевидно. Это заметно, и человек несчастлив и на своем месте. Смотрите,
2 Коринфянам, 8 глава, 5 стих. Здесь Павел, он говорит про церковь в Македонии. И вот смотрите, и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, внимание, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. Другими словами, вот церкви в Македонии, они были в воле Божией, они исполняли волю Божию. Знаете почему? Потому что они ставили Бога на первое место. Они сначала отдали себя Богу, а потом и нам, ну там апостолы. Те вопросы, которые мы задавали. За кого мне выходить замуж? На ком мне жениться? А этот человек, он угоден Богу? Ну как ты считаешь, вот если ты, например, выйдешь замуж, ты сможешь вообще служить или что-то делать для других, или он тебе напрочь все запретит? И не только ты служить не будешь, но вообще уйдешь. Где мне жить? А там, где ты будешь жить, там вообще возможность будет, что-то делать для Бога. Какое служение мне нести? Что мне делать? Вот здесь вопрос такой. А что прямо сейчас ты можешь делать? Начни с чего-то. Можно сидеть и мечтать, что у меня будут какие-то. Начни делать что-то. Не хочется вот как-то себя в пример приводить. Но я вспоминаю 90-е годы, когда вот вообще мы там, времена были суровые. Наверное, не знаю. Мы были моложе гораздо, и поэтому все воспринималось как-то. Но я помню, было такое время, например, у меня была одна единственная машина в церкви. А собрания, они проходили, где-то далеко, обычно мы снимали помещение. И вот каждый раз мы грузили все колонки, всю аппаратуру, куда-то везли, после этого мы это собирали, все эти кабеля, шнуры, коробки, опять грузили, вывозили. Все было легко. Но помню, когда вот Юрий Вдовенко, первый пастор был вот в церкви Слова Жизни, он приходил, подметал зал, потом брал гитару, славил, после этого молился, после этого проповедовал. А как по-другому? Быть готовым, делая хоть что-то. Вы понимаете? Просто ты видишь нужду какую-то, и можно ждать, что кто-то восполнит это. А можно самому начать делать что-то, и Бог, Он тебя поведет. И Он подымет в какую-то позицию, где ты должен быть. Может быть, не подымет, но переведет куда-то. Но, как правило, если есть в чем-то дар, у тебя это и откликается. Если ты видишь эту нужду. Часто, когда мне люди подходят и говорят, вот хорошо бы нам, чтобы у нас было вот это. Класс. Я с тобой абсолютно согласен. Я такого же мнения. Было бы здорово, и чтобы это, и чтобы другое было. Но кто будет это делать? Как ты думаешь, почему Бог тебе это показал? Может быть, ты там должен быть? Бог всегда найдет способ, чтобы показать тебе, где ты должен быть. И открыть Ему свою волю для тебя, чтобы ты мог ее исполнить. Кто-то задается вопросом, и, знаете, бывает, люди, они переживают, что они пройдут мимо воли Божией, они воспринимают это, как вот если ты на автобусной остановке, например. Вот автобус идет, и ты не успел. И все, и воля Божия, она прошла мимо тебя. Но я тебе скажу, что это не так. Бог найдет способ показать тебе свою волю. И ты не пропустишь автобус этот. Я хочу вам как пример привести, знаете, вот был такой человек Иона.
посвящена ему целая книга в Библии. Вы помните, что Иона должен был сделать? В чем была воля Божия для его жизни? Бог ему сказал, что он должен был идти в город Ниневия и проповедовать там, для того, чтобы люди в этом городе, они покаялись. Что сделал Иона? Он не просто ослушался, да, или там, он активно сопротивлялся воле Божией. Он просто сел на корабль и вообще в другую сторону поплыл. В противоположную вообще. Почему? Да потому что он ненавидел Ниневию, и он не хотел, чтобы они спаслись, он хотел, чтобы они все там померли, сдохли все там. И он не хотел исполнять эту волю Божию. Но вы помните, что дальше произошло? Если Бог действительно хочет, чтобы ты делал что-то, пример Ионы, помните? Он его на рыбалку отправил, если так можно сказать. То есть он там просидел в ките. Что я хочу сказать? Получилось ли у него, он сопротивлялся воле Божией? Преуспел ли он в этом? Нет. Что я хочу показать вам? Если Бог хочет тебе открыть свою волю, Он тебя найдет, достанет тебя где угодно. Ты не пройдешь мимо, если только ты открыт, если ты готов войти, и чтобы Он тебя использовал. Но если ты сообразуешься с образом этого мира, ты где-то улетел, и ты в миру, тогда и вопросов вообще никаких. Еще раз, ключевая вещь – быть доступным для Бога. Просто быть доступным, Он до тебя донесет. Ты всегда будешь готов для того, чтобы воля Божия, она исполнилась в твоей жизни. Будь доступен для Него. Последнее, что я хочу сказать, это то, что Бог тебя всегда приготовит к той задаче, которую Он предназначил для тебя. Он не отправит тебя неподготовленного. Еще раз, Римлянам 12 глава 6 стих. «И так как у нас есть различные дары, которые мы получили по данной нам благодати». Другими словами, Бог, Он подготавливает нас к той задаче, которую Он возлагает на нас. Может быть, какие-то вещи, они неестественны в тебе. Ты чему-то обучаешься. Мне как-то пример такой. Один пастор со мной делился, как был молодой парень, и он периодически подходил и говорил, что пастор, помолитесь там за меня, вот за это, помолитесь там за это, помолитесь. И вот в очередной раз, когда он так подошел и говорит, пастор, помолись за меня вот там за что-то. Он говорит, не, я не буду молиться за тебя, но я помолюсь вместе с тобой. То есть это они все равно отошли, это было наедине, то есть они были вдвоем, но этот парень, он также молился, он говорил провозглашал что-то и говорил. Не кто-то за него, но он сам. Через какое-то время, знаете, он начал в молодежке служить, проповедовал, что-то делал. Что я хочу сказать? Вспомните Моисея, когда Бог ему сказал вывести народ египетский из рабства. И он активно сопротивлялся. А у тебя есть только 5. Он добавит эти 5. Если у тебя есть 2, он добавит 8. Если у тебя есть 12, он обрежет, но все равно будет 10. Вы понимаете? Но Бог, Он подведет тебя, и Он сделает так. Но весь вопрос в том, что... Знаете, вот у меня просто такая позиция, я вам могу сказать, когда мне сказали или там предложили быть пастором, я вообще рад не был. Но у меня другая жизнь. Как бы все хорошо. Там бизнес, семья, там как бы какие-то планы, ездим куда-то. Зачем мне все это? Головняк висит. Но
когда ты смиряешься, или, знаете, ну, в моем случае это просто всегда было вот то же самое, когда я начал проповедовать в церкви. И очень долгое время я был один, кто проповедовал. Ну, просто я смотрел, ну, как бы, Господи, ну, дай кого-нибудь. Но если нет никого, ну, вот ты просто берешь и делаешь. Если есть у тебя в чем-то. То же самое, если, например, вот когда до проповеди было, вот я вам говорил, например, аппаратуру возить. Ну, если нет ни у кого машин больше. Ну, вот есть машина, как бы, ну, чем могу, тем служу. Вы понимаете? Ты начинаешь что-то, и ты просто делаешь что-то. Весь вопрос в том, чтобы быть доступным для Бога. Всегда будь готов. И теперь точно последняя вещь, которую я хочу сказать. Знаете, как один пожилой уже такой проповедник, он вообще такой был известен тем, что очень кроткий нрав у него. И никто его никогда практически не видел, чтобы он был раздражен или в таком состоянии. И тут кто-то вот заметил, что он весь прямо нервничает. Его спрашивает, что случилось? В чем проблема? Его ответ был такой, что проблема в том, что я очень тороплюсь. Но, по всей видимости, Бог не особо торопится. Если посмотреть на места Писания вообще, вот те великие мужи Божии, которые делали что-то, вы знаете, Бог готовил всех очень долго. Я хочу сказать, что у Бога свое расписание. Часто проблема со служителями или с верующими вообще, нам нужно прямо сейчас. Я хочу, вот все, я готов. Где? Но Моисей 40 лет готовился к тому, чтобы народ израильский вывести. Еще и 40 лет потом ходил по пустыне. Но до этого момента еще, вот, когда Бог ему сказал, 40 лет прошло. Вы помните, забыл имя пророка, который был на горе, кормил, Илия. Дело всей его жизни, вы помните, знаменательное, одна из моих любимых историй. Какая смелость у него была и что он делал, то, что когда сказал, что выкопайте ров, там залейте все водой, возложите. И помните, там были вот эти все идолопоклонники, и они там кололи себя, резали, и призовите своего Бога, чтобы он сошел. Удивительная история, можете почитать коротко. Но и он потом помолился, огонь сошел, все пожрал и так далее. Но до этого-то что было? Как он готовился? Сначала масло у вдовы, Вера помаленечку, потихоньку. Сначала ему вороны вообще еду приносили. На это тоже, смелость нужна. Куда это уйти в пустыню? Сидеть там и ждать, когда тебя какие-то вороны будут кормить. Удивительная история сама по себе. Я никогда не видел, чтобы вороны с кем-то делились чем-нибудь хоть. Вы понимаете, о чем я. А тут ему пищу приносили. И его вера, она росла, но он делал что-то, шаг за шагом. Потом ребенок, который умер. Вдова сначала с маслом еще, следующий шаг. Помолился, и это масло, оно не кончалось, там и мука. Потом ребенок у нее умер, он за него помолился, он воскрес. И шаг за шагом все больше и больше, и вера, она растет. И он готовился и готовился. И потом вот это как пик его служения, кульминация всего. Но прошло время. Бог не поставил его сразу. Больше того, я тебе скажу, что Бог, Он мудрый, и Он знает человеческую натуру, потому что Он создал нас. И скорее всего, если поставить человека сразу на большую позицию, минуя все вот эти этапы, я тебе скажу, что произойдет. Мы его потеряем. Человек улетит. Либо зазвездится, либо еще что-то произойдет. Но Бог, Он готовит постепенно. И Бог ищет готовых, смиренные сердца. Аминь.